Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодня не совсем обычный ролик. Сегодня мы показываем Мишу из якутского ППЖ. На, покушай. Это каша рисовая с мясом. Покушай. Кушай. Кушай, мой хороший. И расскажет вам о нем его хозяйка Елена. Добрый день всем. Меня зовут Елена. Я живу в Воронеже. Пенсионерка. Живу на пенсию. На моем иждивении сейчас 9 собак. Все спасенные. Хочу рассказать о судьбе якутского Мишеньки. Вернее, той части его жизни, когда он попал ко мне. Все началось где-то в начале, наверное, декабря. Я увидела его в одном ролике на Ютубе. Поняла, что это моя собака. Несчастный был такой. У меня помимо Мишки на тот момент было еще 7 собак. Все спасенные, все больные, все из приютов. Условия у нас позволяют, у меня дом. Вообще вся моя жизнь как-то так сложилась. Вот это спасение животных, помощь, лечение, пристройство. И вот 19 декабря приезжает Мишка ко мне. Перед тем еще как приехать, я задавала вопросы, как его здоровье, что надо ли что-то лечить, что-то с ним делать. Меня уверяли, что нет, у него все хорошо, все замечательно. Ну и вот наступил этот день, 19 декабря 2020 года. Поздно вечером, почти что ночью, Мишенька приехал ко мне. И вот началась наша жизнь. На следующий день, когда переночевал он уже у нас, смотрю, встает Миша со своего места, а под головой у него, как он лежал на боку на левом, лужа гноя. Звоню тому, кто привез мне Мишу. Задаю вопросы, что это такое. Ой, ничего, у него все пройдет. Это мы там лечили, что-то делали. Ну, вот так проходит несколько дней. Гной этот не прекращается, Миша беспокойный. Ну, ничего, как-то промываем, как-то у нас все нормально. Мои собаки его приняли, все хорошо. Но гной не проходит, и приходится нам ехать к врачу. 25 уже декабря мы поехали к доктору. Доктор обнаруживает у Миши над левым глазом шишку. И вот эта рана непонятного происхождения, назначает нам лечение, антибиотики. Да, еще Миша-то с виду такой огромный, вообще-то кажется. А когда взвесили у доктора, он вообще весил 25 300, по-моему. Косточки, обтянутые кожей, если бы не шерсть, он вообще бы был как скелет. 2 января нам приходится ехать к доктору повторно. Едем к другому врачу уже. Он очень опытный у нас в городе. Делаем снимок. И оказывается, что у Миши отколот кусок черепа. Скорее всего, от удара. Вот эта шишка над глазом как раз и есть. На снимке все видно. А вот эта рана, которая у него на скуле, это очень толстый такой свищ. Поэтому все эти лечения бесполезны. Надо снять воспаление, и нам назначают операцию. И вот настает тот день, 24 января, когда мы едем с Мишаней на операцию. Сделали операцию, удалили кусок этого отколотого черепа, удалили свищ. Потом началось очень длительное лечение. Я, конечно, не рассчитывала на такие затраты. Не то, что не рассчитывала. У меня на содержании еще много очень животных. Вариантов не было. Пришлось это все делать. Как оставить его жить с таким кошмаром?
Пришлось обратиться к девчонкам, волонтерам из нашего города. Они создали пост ВКонтакте, выложили. Люди нам помогали, все переживали за мальчика. Ну, ничего, мы справились. Пережили мы эту операцию, все залечили, все вылечили. Мишка чудный вообще ребенок. Он вообще реагирует на все хорошее. Очень-очень. У него прям все прошло, прям все у нас замечательно стало. Ну, тут наступает весна. У Миши что-то с ножками. Ну, с первого дня было видно, что он плохо ходит, что-то с задними ножками. Потом это лето очень жаркое. Ему очень плохо, задыхается. Мне пришлось купить кондиционер в ту комнату, где он есть. Все равно ему плохо. И что-то с задними ножками. Мы опять едем к врачу. Ой, Господи, нам делают опять снимок. А там очень серьезная история с задними суставами, с тазобедренными. Опять нам назначают лечение. Таблетки очень дорогие, все. Ну, мы пролечиваемся. Миша прям воспрял, начал бегать даже, можно сказать. Ну, и это тоже сыграло роль. Миша стал задыхаться. Ну, наверное, потому что он не ходил, потом начал двигаться. У него что-то с сердцем. Пришлось ехать к кардиологу. Едем к доктору, маленький мой. Опять плохо дышит. Сделали нам УЗИ, ждем в клинике. Все у нас очень плохо, сказал доктор. Сейчас будет заключение. И у кардиолога мы узнаем вообще страшный диагноз. И нам назначено лечение. Лечение такое дорогое, и, скорее всего, оно будет пожизненное. Я просто не знаю, что делать. Я вообще не справляюсь с такими суммами. Я обратилась за помощью к Ларе. Лара нам не отказала. Она оплачивает практически все наши лекарства. Мне очень я ей благодарна. Я не знаю, если бы не она, Мишки уже бы не было. Вот о людях судят по их поступкам. Я с Ларой даже не знакома. Она откликнулась на мою беду, на беду Мишеньки моего. Я очень ей благодарна, Ларочка. Я не знаю, как выразить свою благодарность. Если бы не вы, мальчика моего бы не было уже. Девчонкам огромное спасибо. Марине, Татьяне, Иришке. Спасибо вам, девочки. Я без вас бы не справилась. Самый страшный, конечно, диагноз это кардиолог нам поставила. У Миши, сейчас постараюсь прочитать. Господи. Сердечная форма дирофиляриоза. То есть что это? Это черви в сердце. Кардиолог предположила, ну даже не предположила, а это точно, что это, так как Мишка из Якутска, это какие-то комары переносят, заражают вот так собак. Конечно, их там никто не прививает, но это очень серьезная история. И лечить придется длительно. Мишка сейчас принимает 9 таблеток утром, 7 вечером. Они кончаются моментально. Мне очень хочется, чтобы Мишка был здоров, чтобы все у него наладилось, чтобы прошло его сердечко, чтобы прошли ножки. Сколько ему отведено, чтобы он прожил без всякой боли. Ему хорошо у меня. Я это знаю, я вижу. Я его очень люблю. И он меня тоже. Нам с Мишаней очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите. Вот Ветмедин С 10 миллиграмм нам принимать пожизненно. Это очень дорогой препарат. Сейчас мы принимаем еще Юнидокс Салютап.
Тоже 10 таблеток стоит 300, по-моему, 80 рублей. 10 таблеток мы пьем по 4 таблетки в день. Это нам на 2,5 дня. Обращаюсь к добрым, неравнодушным людям. Пожалуйста, помогите Мишеньке прожить еще хоть немного. Он никогда не видел в своей жизни ничего хорошего. Вот сейчас только все начало налаживаться. Все у него хорошо. Он живет в любви, в тепле, сытый. И тут такая ужасная болезнь. Прошу вас, помогите. Спасибо вам большое. Друзья, вы посмотрели ролик о Мише. Суть такова, что с его диагнозами Мишка может жить только на дорогих лекарствах. Без лечения он умрет очень быстро. Лена просит у вас помощи. Кто захочет продлить Мишане жизнь, здесь и в описании под роликом будут реквизиты Елены для переводов. Спасибо всем неравнодушным сердцем.